В Кыргызстане отметили День России. Сотни бишкекчан пришли на центральную площадь столицы, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, символизирующих дружбу двух стран. Отношения между Россией и Кыргызстаном установлены в 1992 году, но исторические связи двух народов длятся гораздо дольше. О развитии кыргызско-российских отношений на современном этапе рассказывает чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Валентин Власов. В 1992 году было принято базовый, если мы так говорим, в наших двусторонних отношениях, документ о вечной дружбе, добрососедстве и так далее. Поэтому это в развитии вот основного нашего базового соглашения строится вся наша двусторонняя работа между двумя государствами. Ну, я не выделяю, в чем особенность наших двусторонних отношений, как и всегда. Они сначала в экономике, в политике и в гуманитарной сфере. В любом случае ближе всегда экономика, потому что от экономики, когда мы, как говорят, счастливы и богаты, и когда на столе с той и с другой стороны хлеб, то всегда разговор идет лучше. Поэтому вот все эти годы, все, что связано с развитием наших экономических отношений, они имеют позитивную динамику. И вот уже последний год, который прошел, мы достигли товарооборота 1,8 миллиарда долларов. Кыргызстан, как и Россия, участвует в международных организациях, созданных все, что связано с ШОС, ОДКБ, СНГ и Евразес. Здесь у нас полное взаимопонимание, взаимоподдержка и взаимоуважение. На днях Россия отмечала День России 12 июня. И в этом году я могу сказать, что вот оно прошло как-то празднично, не торжественно, а празднично здесь, в Кыргызстане. Взаимный интерес можно всегда найти, и всегда нужно идти шажками. Широко, как один из героев фильма говорил, широко шагать будешь, штанишки порвешь. Поэтому надо всегда с пониманием, взаимоуважением строить такие отношения, и все встанет на свои места. Почаще вообще садиться за стол с хлебом.